В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящей среды. В студии ведущий Василий Радченко и коротко о темах выпуска. Число выписанных после лечения от коронавируса в России за сутки впервые превысило число заболевших. Правительство страны представило план страхования медиков, которые заразились COVID-19 на рабочем месте. А компания Майтона стала победителем в одной из номинаций престижной премии Webby Awards 2020. Число выписанных после лечения от коронавируса в России за сутки впервые превысило число заболевших. Выявлено 8764 человека, а выписано 9262 пациента. Всего в стране с начала пандемии теперь почти 309 тысяч зарегистрированных больных COVID-19. Количество выздоровевших превысило отметку в 85 тысяч человек. Также за сутки зафиксировано 135 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались почти 3000 человек. В Якутии же за сутки зарегистрировано 46 новых случаев коронавируса, 62 человека выздоровели. Заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются. Таким образом, за весь период в Якутии официально зарегистрировано 960 случаев коронавируса. 367 пациентов полностью выздоровели, 6 летальных исходов. Также продолжается отработка очагов заболевания. К сожалению, возник очаг у нас в обсерватории по Халтурина. Здесь, конечно же, налицо нарушение правил, соблюдение правил эпидемиологического контроля со стороны лиц, руководивших обсерватором. Сейчас проводятся меры по замене, проведены меры по замене персонала, по дезинфекции, по обработке и по лечению людей. Надеемся, что дальше этот очаг у нас не будет распространяться. Вместе с тем, еще раз говорю о персональной ответственности руководителей учреждений и предприятий за состояние санитарно-эпидемиологического контроля на их предприятиях, начиная от дезинфекции, заканчивая соблюдением масочного режима, социального дистанцирования. Здесь надо всем очень быть у нас предельно осторожными, предельно выдержанными именно по городу Якутску, потому что, еще раз говорю, что у нас основной контингент положительных анализов – это на сегодняшний день абсолютно город Якутск. 10 человек находятся в тяжелом состоянии, 8 в Якутске и 2 в Мирном. 182 человека переносят заболевание бессимптомно и находятся на амбулаторном лечении. За сутки всеми лабораториями республики обработано почти 4000 тестов на коронавирус. В обсерваторах находятся 704 человека. Самая сложная эпидобстановка в регионе по-прежнему сохраняется в городе Якутске. По городу Якутску вот у нас ситуация, к сожалению, не располагает нас к снятию ограничительных мер, а наоборот уже есть предложение, в том числе и от главного санитарного врача, от главы города по ужесточению режима по ряду направлений, которые сегодня у нас будут на оперативном штабе рассматриваться. В Татинском районе выявили 2 случая коронавируса. Оба связаны с командированным жителем Якутска, который проработал в районе 2 дня. По прибытию в Якутск он сдал анализы на коронавирус, результаты которых оказались положительными. Известно, что в Татту гражданин прибыл уже с признаками ОРВИ. 41 контактное лицо, в том числе 11 прямых контактов, поместили в обсерватор, у всех взяли анализы. COVID-19 диагностировали у 2 сотрудников местного предприятия, которые работали с инфицированным. Сегодня оба находятся в инфекционном стационаре в Татте. У остальных первые анализы оказались отрицательными. Напомню, что масочный режим в ряде территорий продлен до 31 мая. С конца прошлого месяца он введен в Якутске, Жатае, Нижнем Бестяхе, Тикси, Мирнинском, Алданском и Нерюнгринском районах. Маски необходимо надевать в общественных местах, в особенности в общественном транспорте. Тампонский район попал в число территорий, на которых, наоборот, возобновили свою работу торговые центры, точки на рынках, парикмахерские и маникюрные салоны. На сегодняшний день к работе вернулись 94 торговых объекта. Тему продолжит Мария Винокурова. После 1,5 месяцев перерыва в торговые центры пришли покупатели. Магазины открыты с условием строгого соблюдения всех мер санитарной безопасности. Покупателей просят держать социальную дистанцию, соблюдать масочный режим. За это время мы почти 70% потеряли. И сейчас вот с 12 мая, как мы открылись, народ меньше ходит. И еще продуктовый магазин у меня. В продуктовом магазине тоже плохо, не как раньше, да?
Но каждый днем, конечно, тяжело. Во время самоизоляции владельцы магазинов перешли на виртуальную торговлю. Многие из них на своем автотранспорте бесплатно доставляли товар до места назначения. Такой способ оказался удобным для покупателей. И даже после открытия торговых объектов они продолжают так заказывать товары. Дочка студентка и сын маленький 5-годовалый. Нам нужно было как-то жить, выживать. Нам никто зарплату, мы дома не сидели. И вот мы заработали на доставку, возили бесплатно товар людям. Причем у нас были все магазины закрыты, которые торгуют товарами первой необходимости. То есть если ты на рынке, ты закрыт, все. Парикмахерские работают по предварительной записи, а также с условием перерыва для проведения дезинфекции. Предприятия общественного питания осуществляют бесконтактную доставку готовых блюд. В эти дни работу торговых объектов начнет проверять межведомственная комиссия. Рейды будут проводиться постоянно. Главное – безопасность здоровья людей. Мария Винокурова, Хандыга, Тамбонский район. Вопрос дезинфекции подъездов многоквартирных домов актуален с марта месяца. Эту обязанность возложили на управляющие компании и товарищества собственников жилья. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, тщательно должны обрабатываться места, к которым чаще прикасаются люди. Это перила, поручни, дверные ручки, кнопки лифтов, почтовые ящики и так далее. Наша коллега Виолетта Засимова выясняла, как в Хангаласском районе обстоят дела с санобработкой. Большее количество многоквартирных домов Хангаласского улуса сосредоточено в городе Покровске. Их обслуживают 3 управляющие компании и 1 товарищество собственников жилья. К вопросу дезинфекции подъездов каждая организация подошла по-своему. Например, управляющая компания «Покровское предприятие жилищно-коммунальных услуг» обеззараживает подъезды в 14 многоквартирных домах ежедневно, кроме выходных. Работники в количестве 10 человек опрыскивают хлорсодержащим раствором контактные места. Раствор, кстати, бесплатно поставляет оперативный штаб улуса. Гипохлорид натрия нам начали выдавать. И вот мы его концентрированный, вот когда администрация района завезла, мы его у них берем, разбавляем по рекомендации, опять же, Роспотребнадзора, и им работаем. А вот управляющая компания «Покровские коммунальные системы» с новыми обязанностями, видимо, справляется спустя рукава. Жительница одного из домов, обслуживаемых данной компанией, записала видео, где высказывает жалобу по поводу дезинфекции и уборки в подъезде. У нас даже графика дезинфекции нету. Поставили почему-то на каждом этажу стеклянку с хлоркой. Не знаю зачем, что нужно делать этой хлоркой. И вообще у нас, кажется, не убираются целую неделю примерно. Хотя мы звонили в УК и говорили, что убирается каждый день в 5 часов утра. Но, как видите, грязь как была, так и лежит. Справедливости ради заметим, что отсутствие дезинфекции и уборки в подъездах может быть связано с нехваткой персонала, согласного работать во время пандемии. Причины разные. У кого-то проявилась аллергия на хлор, другой не захотел перерабатывать без доплаты, третий отказался подвергать себя риску заражения. Чтобы стимулировать работников коммунальных служб города, дезинфицирующих подъезды, администрация Покровска назначила им доплаты из местного бюджета. Их должны получить в конце мая 25 человек. На прошлой неделе подписали договор с администрацией города, в которой там, за исключением, за минусом, то есть налогов там, определенных, люди получат доплату. В среднем там какая доплата? Там сумма, там оговаривается, это договор же оказания услуг, поэтому там 5000 на человека. Спецформа с эмблемой «Якутцемент», многоразовая маска, резиновые перчатки и плечевой опрыскиватель. В такой боевой экипировке обеззараживают подъезды работники управляющей компании «Теплый дом» в поселке Махсагало. Форму и опрыскиватели им выдало градообразующее предприятие «Якутцемент». В нашем управлении 29 многоквартирных домов, а в штате у нас получается 10 дворников. И все эти дома Все эти дома, конечно, они обслуживают. Хочется отметить, что за дезинфекцию подъездов жильцы многоквартирных домов платить не обязаны. Если вдруг заметили, что управляющая компания включила санитарную обработку подъездов в платежный документ в качестве новой статьи расходов, или мероприятия по дезинфекции проводятся некачественно или не проводятся вовсе, то вы можете сообщить об этом в местную администрацию или позвонить в единую дежурно-диспетчерскую службу. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.
Правительство России представило план страхования медиков, которые заразились COVID-19 на рабочем месте. Так, в случае временной нетрудоспособности выплата составит 68 800 рублей. В случае смерти медработника от коронавируса члены семьи погибшего получат по 2 700 000 рублей. Если в результате заражения медработник получит осложнения, которые повлекут за собой инвалидность и невозможность вернуться к работе, единовременные выплаты составят от 688 тысяч до 2 миллионов рублей в зависимости от полученной группы инвалидности. Претендентам на такую выплату относятся врачи, средний и младший медицинский персонал и водители скорой медицинской помощи. Согласно указа 313 от 6 мая, в случае смерти перечисленных категорий либо врач, либо средний медицинский персонал, младший персонал и водитель скорой помощи получат единовременную выплату 2 752 452 рубля. При причинении вреда здоровью, то есть наступлении временной нетрудоспособности перечисленных категорий, единовременная выплата составит 68 811 рублей. Для того, чтобы эту выплату получить, необходимо провести расследование работодателю и предоставить необходимые документы в виде справки в региональное отделение. И, соответственно, по этой справке уже будет произведена выплата. Якутская прокуратура провела проверку по фактам несвоевременной выплаты региональных стимулирующих доплат медикам за борьбу с COVID-19, а также лицам из групп риска заражения и привлеченным к работе в обсерваторах на общую сумму свыше 10 миллионов рублей. В настоящее время выплаты произведены в полном объеме. В целях получения оперативной информации о нарушениях прав медицинских работников на получение стимулирующих выплат прокуратурой республики организована работа телефонов горячей линии по номерам 84112 36 26 06 и 8 924 469 88 48. Кроме того, медицинские работники могут обратиться в прокуратуру республики посредством интернет-приемной, расположенной на главной странице официального сайта прокуратуры республики по адресу proxaha.ru. Проверки в данной сфере продолжаются. Вопросы соблюдения прав медицинских работников находятся на особом контроле. Прием заявок на получение субсидий для предпринимателей стартовал в Якутии. Об этом сообщили в Министерстве предпринимательства региона. Получить помощь могут бизнесмены, включенные в расширенный перечень пострадавших отраслей в период пандемии. Первое направление на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских банках и лизинговым платежам в части дохода лизингодателя по действующим договорам, заключенным до 31 марта 2020 года. Второе направление – это возмещение части фиксированного платежа по страховым взносам для предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения. Третье направление – это на оплату договоров аренды помещений коммерческой недвижимости для ведения предпринимательской деятельности, опять же по договорам, заключенным сроком до 31 марта. Четвертое направление – это на открытие интернет-магазина, либо интернет-сайта, либо выход предпринимателя на готовый маркетплейс. Это для предпринимателей торговли непродовольственными товарами, а также местных товаропроизводителей и предпринимателей, работающих в сфере общественного питания. Пятое направление – это субсидии по переходу на дистанционный способ работы, то есть на цифровизацию своих бизнес-процессов. Шестое направление – это на возмещение части затрат на оплату коммунальных расходов и расходов по арендным платежам за нежилые помещения для индивидуальных предпринимателей, относящихся к наиболее уязвимой категории населения. Это категории инвалиды, одинокие или многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе и детей-инвалидов. И седьмое направление – это на осуществление деятельности в сфере туризма и связанных с приобретением туристического снаряжения и благоустройством туристической базы. Срок приема документов установлен до 6 июня текущего года.
В Кремле сообщили, что даты голосования по поправкам к Конституции нет. Прогноз делать рано. Об этом сообщил источник в администрации президента России. Голосование будет проведено, когда можно будет обеспечить безопасность всех участников. А это зависит от двух факторов. От эпидемической ситуации. Она постепенно улучшается, но еще рано делать прогнозы. И от принимаемых Центризбиркомом мер по обеспечению безопасности самого процесса. А сейчас актуальная сводка по половодью на реках Якутии. На реке Лени Нижняя Кромка в 190 километрах выше поселка Жиганск Жиганского района. Уровень воды 5 метров 77 сантиметров при критических 14 метрах 30 сантиметрах. Верхняя Кромка ниже поселка Сангар-Кобяйского района. Уровень воды 848 сантиметров при 11,5 метрах критических. По последним данным, вода там падает. На реке Колыме Нижняя Кромка в 200 километрах ниже города Среднеколымск, Верхняя Кромка в 35 километрах выше населенного пункта. На причале Якутск в районе Даргылаха речники встретили первый сухогрузный теплоход. Он прибыл в навигацию из Киринска Иркутской области с грузом, лесоматериалами в объеме 1500 тонн. Экипажу символично вручили лодочный мотор и торт в виде ключа, символизирующего начало навигации. На сегодняшний день лорпом уже отгружено более 47 тысяч тонн, в том числе 29 тысяч тонн нефтепродуктов и более 18 тысяч тонн сухогрузов. В настоящее время в эксплуатации находится 60 единиц флота. С начала пожароопасного сезона в Хангаласском районе уже дважды горел лес. 17 мая вдоль реки недалеко от села Титары авиационный патруль заметил возгорание. На место были направлены силы Покровского отделения авиалесоохраны в количестве 5 человек. Недалеко от места, где горел лес, сплавлялись по реке туристы. И до прибытия огнеборцев они начали тушить пожар своими силами. В итоге он не разросся до критических масштабов. Площадь составила полгектара. Второе возгорание произошло в районе свалки поселка Махсагалох. Его обнаружили вчера и полностью ликвидировали сегодня. На сегодняшний день на 12 часов он ликвидирован. На площади 8 гектаров, из них 5 лесная, 3 не лесная. Участвовало в тушении лесного пожара 11 человек и 2 единицы техники. Глава Якутии потребовал качественного исполнения нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту будут проведены на 51 объекте транспортной инфраструктуры общей протяженностью свыше 200 километров. В ходе рабочего совещания глава отметил, что в настоящее время по 50 объектам торги завершены. Еще по одному вчера получено положительное заключение государственной экспертизы. По 28 объектам дорожной инфраструктуры города Якутска торги тоже проведены. Огромный объем работ планируется выполнить на участках региональных дорог. Подготовка к весенне-полевым работам – ежегодная и обязательная процедура для жителей сельской местности. По данным Министерства сельского хозяйства республики, в текущем году площадь сельскохозяйственных культур составит 48 800 гектаров. Финансирование весенне-полевых работ предусмотрено в размере свыше 202 миллионов рублей. 154 миллиона на сегодня уже доведены до аграриев. Оставшиеся средства поступят во 2-3 декаде мая. Урожай как бы не обещает, но думаем, что план выполним. Вот картофель где-то планируем, может быть, все-таки 100-120 получить центнеров с гектара. Зерно, то, что привозное зерно, если все нормально посеем, то хотя бы, думаем, 14-15 получить. Посмотрим, как покажет себя привозное зерно. В текущем году до сельхозтоваропроизводителей как никогда раньше были доведены средства для проведения весенне-полевых работ. Общий объем по текущему году составляет 200 миллионов рублей. На сегодня доведено 150 миллионов рублей. То есть и до конца мая мы планируем полностью весь объем необходимых средств довести до сельхозтоваропроизводителей. Игра Cooking Dairy от Майтона получила награду престижной международной премии Webby Awards 2020. Пользователи со всего мира проголосовали онлайн. В жанре симуляторов победила игра якутских разработчиков. Премию Webby Awards еще называют интернет-Оскаром. 24-я ежегодная премия стала одной из крупнейших в истории. Всего было подано около 13 тысяч заявок из более чем 70 стран. В этом году церемония награждения впервые прошла в онлайн-формате. Специальным гостем награждения стала Мишель Обама.
Это были главные новости уходящей среды. Наш телеканал продолжает следить за развитием событий и держать вас в курсе. Находитесь дома, берегите себя и до свидания.